Администрация, ни заповедник не хотят во внимание взять вот нашу проблему. После очередного собрания жители села Белобезводное до сих пор не могут прийти в себя. Глава сельсовета озвучил, платить за канализацию придется по-новому. Не с куба слитой воды, а с квадратного метра жилья. Почти 27 рублей. Он стал говорить, что закупили машину для выкачки за 4 миллиона. Мы в аренду ее ЖКХ отдаем. Это тоже деньги. Значит, они всю ответственность снимут с себя и на нас возложат. Сейчас эта машина, она буквально не будет успевать даже высасывать это говно отсюда, извините меня. Здесь потом что будет? Здесь ванизм будет. 80-летняя Люциана Рудинова живет одна. Подсчитала, сейчас за канализацию платит по счетчику 50 рублей. По новой схеме будет почти 900. При этом вся коммуналка у бабушки меньше этой суммы. У нас пенсия не выдержит. Коммуналка платит много, за воду, за газ много. В сельсовете пояснили, новый тариф – мера вынужденная. Пришлось полностью поменять схему водоотведения. Центральной канализации здесь никогда не было, и все 40 лет, сколько существует село, отходы вывозили вот на эти поля фильтрации. Но 2 года назад Волжско-Камский заповедник обратился в суд с просьбой закрыть эти отстойники. Прокуратура вынесла предписание, ведь местность заповедная. Строить очистные дорого, поэтому вывозить фекалии будет специальная машина. Из бюджета района был закуплен данный спецавтомобиль стоимостью 4 миллиона 300 тысяч, если не ошибаюсь. Они же это все вывозят, они же не бесплатно куда-то вывозят, они вывозят в поселок Васильево на отстойную базу водоканала, где все это сливается. Соответственно, они также платят экологический сбор и так далее. Тариф 26 рублей 72 копейки с квадратного метра уже рассмотрен тарифной комиссией исполкома Зеленодольска, говорят в управляющей компании. Услуга из коммунальной строки перейдет в жилищную, но юристы предупреждают, без согласия большинства собственников утверждать тариф незаконно. Все тарифы, которые устанавливаются сегодня, это установлено Комитетом Республики Татарстан по тарифам, это коммунальная услуга. Если собственникам предлагается внедрить в жилищную услугу, это может быть только по решению общего собрания собственников жилья. Согласиться с повышенным тарифом и вывозить фекалии спецтехникой жителям предлагают. На фоне того, как Белобезводное и другие села могут получить помощь республики на строительство очистных. Об этом еще на деловом понедельнике говорил глава исполкома. Обратиться к президенту, к премьер-министру, попросить денег на проектирование. Сделать проект очистных сооружений села Белобезводное, тем более в охранной зоне заповедника. Нам это очень важно, чтобы было там все правильно. Постановление о строительстве очистных уже было, показывают возмущенные жители. Еще в 2015 году должны были начать работы. Уже на исходе год 19-й. Вот пункт реконструкции канализационных и строительства. Жители все же рассчитывают, в счет-фактурах все останется как было, иначе они намерены обратиться с жалобой в суд. Анна Городнова, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Зеленодольский район. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.